Я не хочу дискредитировать его актерские способности, но для ребенка, который не ест, он кажется довольно энергичным. Откуда ты берешь углеводы? Вау, голод реален. Этот парень не выглядит так, как будто он голодает. Это точно. Еще одно красивое, реалистичное видео, на котором житель Газы говорит, что они готовят камни из-за голода. Нам приходится быть терпеливыми. Что? Как у вас дела, ребята? Это Сахар ТВ, и сегодня я собираюсь разоблачать ложь Болливуда. Вы знаете те сцены, где вам показывают младенца, которого достают из-под завалов, или ребенка, которого вытаскивают из-под обломков, или женщину, плачущую из-за зверств армии обороны Израиля. Это видео разоблачит все это. У нас есть много видеороликов, и вам нужно использовать это видео, чтобы показать всем своим друзьям ложь палестинского народа, пытающегося вызвать эмоции. Итак, первый из них — это несколько видеороликов, в каждом из которых используется один и тот же звук, одни и те же выстрелы и взрывы. Странно, зачем вам это понадобилось, если там беспорядочные бомбардировки? Давайте посмотрим. Похоже, что мать пытается двигать своим телефоном в ритме взрывов, но, по крайней мере, делайте это вовремя. Делайте это вовремя. То же самое. Прошу прощения, не по теме. Вы смеете называть меня белым колонизатором, но она, получается, коренная жительница этого региона? Двойные стандарты, не правда ли? Актерская игра голливудского уровня. Он просто поворачивает свой телефон вот так. Что это за шутка? Эти люди издеваются над вами так, как никто никогда не издевался над людьми в мире. Что это? Что это за шутка? Это защитит вас от воображаемых ракет и бомб, которые даже не падают? В этом-то и дело. Если мы бомбим вас без разбора, то вы не должны использовать звуки. Вы не должны использовать эффекты. Все вы используете одни и те же звуки. Этот парень знает свою задачу. Он сказал: «О, если раздадутся взрывы, и люди увидят палестинский флаг, они скажут: о, Палестину бомбят». Вот еще одна прекрасная голливудская постановка о женщине, которой говорят нести мешок с мукой, а затем плакать на камеру, чтобы мир расстроился. Прежде всего, посмотрите на парня, который держит камеру прямо перед этой женщиной. Вот здесь парень, который держит камеру. И он говорит ей: «Иди вперед». А теперь она плачет. Вокруг нее толпа мужчин. Почему они и несут мешок с мукой? Почему это обязательно должны быть женщины? Почему это обязательно должны быть дети? Потому что они знают, что вы будете лучше реагировать на женщин и детей. Они это знают. Поэтому они морочат вам голову. Еще один замечательный пример из Болливуда.
Это изображение было опубликовано Организацией медицинской солидарности Glia International, утверждающей, что на нем изображена маленькая девочка, застреленная военнослужащими армии обороны Израиля, когда она цеплялась за свою мать. Вы можете сразу заметить несколько сомнительных моментов. Прежде всего, тело выглядит очень странно. Она не похожа на 18-месячного ребенка. Это во-первых. Во-вторых, почему пуля выглядит в целости и сохранности? На теле нет разрывов. Все выглядит целым. Это не имеет смысла для такой маленькой девочки. Тем не менее, вы все равно будете верить в это, потому что вы верите всему, что публикуется в социальных сетях. Некоторые анатомические особенности не соответствуют возрасту 18-месячного ребенка. Самое примечательное, что зубы полностью прорезались, как у взрослого человека. А, да, тут зубы. Примечательно, что зубы полностью прорезались, как у взрослого человека, без признаков прорезывания молочных зубов. Пропорции тела также напоминают тело взрослого человека, без видимых органов, переломов, травм или деформации от пули. Пуля выглядит совершенно неповрежденной, что крайне маловероятно. Эксперт по баллистике отметил, что пуля калибра 5,56 мм обычно проходит сквозь небольшое тело с высокой скоростью, если только она не потеряла скорость, как при праздничной или предупредительной стрельбе. Отсутствуют даже основные рентгеновские данные, и, как ни странно, контуры пули слишком четкие для обычного рентгеновского снимка, и это опубликовали все. Вау, люди купились на эту чушь, как ни на какой другой конфликт. Что бы эти люди вам ни сказали, вы поверите. Позже в видео вы увидите, как парень готовит камни, утверждая, что в Газе нет еды. Поэтому они вынуждены готовить камни. И люди верят в это. Люди верят глупой пропаганде. Боже мой. В этом видео этот ребенок пытается доказать, что в Газе нет муки, просто поднимая пыль с земли и поедая ее. Но затем вы увидите все рестораны, где продается мука, какая только есть в Газе. Невероятно. Дарби 12 лет. У него есть послание для всего мира. Я не хочу дискредитировать его актерские способности, но для ребенка, который не ест, он кажется довольно энергичным. Откуда ты берешь углеводы? Откуда у тебя белок? Он очень возбужден. Как так? Как так? Объясните. Итак, это рестораны, которые были открыты одновременно с записью ребенка. В Газе нет муки. Взгляните на это. Ребята, здесь нет муки. Не буду врать, выглядит довольно аппетитно. Я проголодался. Вау, голод реален. Этот парень не похож на голодающего, это точно. Это еще одно место, которое открыто для людей, утверждающих, что вся Газа — это руины. Все разрушено, все повреждено. Это место не пострадало. И это было записано в прошлом месяце, почти месяц назад. Посмотрите на это. Ребята, после просмотра этого видео я собираюсь заказать пиццу. Это видео — то, что больше всего раздражает меня в палестинской пропаганде. Они эксплуатируют детей так, как ни одна другая группа в истории. Что я имею в виду?
Они будут использовать своих детей во всем, в том числе в фальшивых взрывах под завалами. На этом конкретном видео парень говорит, что его ребенок родился всего 2 часа назад на обломках. Вау, как удобно. Судя по тому, что я вижу на этом видео, я думаю, что этот ребенок родился в обычной больнице. Этот чувак взял ребенка, пошел на развалины и сказал то, что сказал. И люди на Западе, как всегда, поверили ему. Этот ребенок выглядит абсолютно здоровым, без царапин, без пыли. Он не родился под завалами, как утверждает этот парень. Но этот парень каким-то образом смог вытащить ребенка в течение 2 часов после рождения, искупать его и удалить все царапины за 2 часа. Под завалами. Ялла, хватит. Хватит нести чушь. Этот парень еще один клоун. Опять очередной сценарий с фальшивыми звуковыми эффектами на заднем плане. И все, что ему нужно делать, это играть. Голливудская игра на 10 из 10. Дрон. Пожалуйста, не молчите. Не молчите и сделайте что-нибудь. Вау, видите ли, причина, по которой они продолжают выпускать эти ужасные пропагандистские ролики, в том, что они работают. Это потому, что вы на них покупаетесь, вы им верите. Вот в чем проблема. Они будут продолжать издеваться над своими детьми, чтобы вы поверили, что Израиль — это зло. Почему? Проведите свое расследование. Распознать их ложь не так уж и сложно. Еще одно прекрасное реалистичное видео, на котором жители Газы заявляют, что едят камни, потому что больше есть нечего. Как мы уже видели, открыто множество ресторанов. Вы можете пойти и купить еды. Но самое истеричное заключается в том, что люди на Западе все равно каким-то образом верят в это и поднимают этот вопрос в спорах о том, что они едят камни. Что? Зачем вообще нужно готовить камни? Просто ешьте их. Это то же самое. Они остаются в том же виде. В чем проблема?